Меня зовут Николаева Дора Анатольевна. Я врач-педиатр, фтизиатр. Сейчас работаю заведующей отделением для детей, больных туберкулезом в НПЦ «Фтизиатрия». Но помимо этого я еще и жена, многодетная мама разновозрастных детей. И вот у нас младший сын, он особенный. И благодаря этому маленькому человечку, можно сказать, наша жизнь перевернулась буквально с ног на голову. И поэтому я вот сейчас здесь, перед вами. И сегодня мы будем разговаривать на тему аутизма. Ну, аутизм, скорее всего, я бы хотела построить наш диалог не как врач, тем более я не психиатр, не невролог, а заинтересованное лицо, родитель, который вот уже на протяжении 6 лет живет с этим диагнозом, с этим словом все 24 часа в сутки. Нашему младшему сыну сейчас 7 лет, и вот 6 лет назад, когда ему было 2 года, я впервые начала замечать такой регресс, откат в развитии. Я стала бегать по специалистам, которые занимались ранним развитием детей. И вот как-то на одном занятии один специалист заметил и спросил у меня: «А что вы знаете про аутизм?» И несмотря на то, что я врач, в то время, когда мы учились в мединституте, у нас не было такого диагноза, как аутизм. Были совершенно другие диагнозы: умственная степень, различной степени выраженности, шизофрения. И вот впервые услышав это слово «аутизм», я, конечно же, пришла домой и стала сразу гуглить в интернете. И стала читать в интернете не как врач, не как педиатр, а как самое заинтересованное лицо. И я отчетливо помню этот день. И этот день, он разделил нашу жизнь на «до» и «после», в буквальном смысле. И вот аутизм — это не болезнь в общепринятом смысле, это скорее как или, можно сказать, заболевание сложной природы, или, что больше, ближе, это расстройство. Расстройство нервной системы различной степени выраженности проявляется у детей. Есть так называемая аутистическая триада, на основании которых базируется сейчас диагностика аутизма. Это нарушение коммуникации, нарушение социального взаимодействия и какие-то стереотипные поведения, ритуалы у ребенка. Вот, как я уже заметила, где-то в 1,5, ближе к 2 годам, я заметила, что мой ребенок, который до этого говорил несколько слов, у него постепенно стали исчезать эти слова. Он стал смотреть мимо меня, то есть у него начал уходить зрительный контакт. И если раньше до этого ребенок показывал на предметы своим указательным пальчиком, то вдруг я заметила, что он стал подводить меня к предметам, которые его интересуют, и показывать на этот предмет моими руками, моим пальчиком. После этого я стала замечать, что у него появились какие-то особенные игры. Он стал играть больше с посудой, со своим телом, с одеждой, и стал выстраивать такие рядочки. Мы еще заметили с мужем, что, скорее всего, наш сын — это будущий строитель поездов, так как он строит поезда не только из кубиков, но также из стульев, из посуды. Вот такое вот. Но помимо этого, ребенок стали замечать чаще, что он ходит на цыпочках, что он стал кружиться вокруг себя и перестал реагировать на свое имя. Как будто не слышал, что мы его зовем. Вот такие вот первые проявления аутизма у нас были. Потом уже все это стало усугубляться тем, что стал проявляться избирательный аппетит. То есть, если раньше ребенок ел почти все, что я ему предлагала, то в этот период он стал кушать только
такой определенный набор продуктов. Это, например, хлеб, бананы, выпечка, молоко и конфеты. И из этих вот незамысловатых 5 продуктов составлялся и весь рацион ребенка. Ну и также стали преобладать проблемы со сном. Если, например, ребенок днем спал, то ночью его уложить было рано крайне сложно. Или он ложился спать вовремя, но потом посреди ночи вставал и начинал бегать по всему дому. А еще он любил залазить на столы, на шкафы, при этом раздевался. Чувствовал себя, ну, можно сказать, таким типичным Маугли. И сейчас, вспоминая все это, конечно же, было сложно. Можно даже сказать, что это был такой ад, потому что ребенок играл не только вот игрушками, как я уже сказала, но и выдавливал зубные пасты, шампуни. У нас дом был вообще полностью такой бардачный. Вот это такие первые проявления аутизма, но хочу оговориться, что у многих детей аутизм протекает по-разному. Это вот считается гетерогенным заболеванием, то есть разнообразие симптомов очень обширно. Есть дети с вполне таким сохранным интеллектом, у которых присутствует речь, но могут быть проблемы в общении, например, со сверстниками. Такие вот замкнутые дети. А есть дети, у которых вообще речи нет, у которых умственная отсталость уже такой выраженной степени. Поэтому и называется аутизм спектр. Спектр, сейчас правильнее аутизм звучит как расстройство аутистического спектра, потому что очень обширны симптомы заболевания. Спасибо. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что синдром Аспергера, при нем интеллект у детей обычно бывает сохранный. Речь может тоже быть такой хорошей, но при этом страдает общение со сверстниками, общение с учителями, может быть. И сейчас синдром Аспергера в классификации болезней как DSM-5, он входит в расстройство аутистического спектра. На этот вопрос тоже нельзя однозначно ответить, потому что у некоторых детей проявления аутизма, они могут быть с рождения. А у некоторых детей проявиться, например, вот ближе к 2-3 годам. Поэтому родителям важно прислушиваться к себе, к ребенку уже буквально с рождения. Да, вполне могут дети с аутизмом учиться в обычной школе, потому что, как я уже сказала, аутизм считается вот таким гетерогенным заболеванием, и среди детей с аутизмом встречаются дети с сохранным интеллектом, у которых или минимальные интеллектуальные нарушения, и такие дети вполне могут учиться и в обычной общеобразовательной школе. Здесь нужно сказать то, что несмотря на то, что первые упоминания об аутизме были еще в 1943 году, когда Лео Каннер впервые опубликовал вот первые сведения, но аутизм считается до сих пор крайне малоизученным заболеванием, и поэтому в плане доказательной базы сейчас очень мало таких эффективных методов. Но вообще считается, что прикладной анализ поведения, он считается доказанным методом работы с детьми с аутизмом. Но помимо прикладного анализа поведения существует еще и много альтернативных методов. Например, как Floor Time, есть и вполне хорошо работает, зарекомендовавшая себя диетотерапия, биомед, биомедицинская коррекция аутизма. Ну, помимо этого еще есть ряд других методов, которые сейчас только-только нарабатывают свою доказательную базу. Здесь бы я, к слову, должен прикопалась бы, потому что в нашем мире вообще никто никому ничего не должен. А вообще в Якутске
пока нет на сегодняшний день таких садиков, специализированных для детей с расстройством аутистического спектра. И расскажу, как в нашем случае мы ходим в обычный садик, в логопедическую группу. И там с нами работают комплексно и воспитатели, и тьюторы, и логопед, и психолог. И вот эта вот комплексная работа, мне кажется, очень крайне важна для развития детей не только с аутизмом, но и вообще для всех детей.